Я Манас Имаров, я из Кыргызстана. Представляю клуб Жашкуч. 6 сентября у меня бой против Эхлидина Асанова. Приходите, будет хороший бой. Клуб Жашкуч, Киргизстан. Чемпион Киргизстана и мастер спорта по ушу саньда. Его рост 170 сантиметров и весит он 77 килограмм. Его возраст 24 года. Красный угол ринга. Манас Итак, друзья, боец красного угла ринга Манас Имаров, СК Жашкуч, Кыргызстан. Он является чемпионом Кыргызстана и мастером спорта по ушу саньда. Очень, кстати, зрелищный вид спорта. Основная специфика — это броски, это красивые удары. Не так много там именно борцовской техники в партере, то есть практически сразу после бросков спортсменов поднимают, так что, возможно, мы сможем увидеть амплитудные красивые переводы от представителя Кыргызстана. Его рост 179 сантиметров, возраст 24 года, профессиональный рекорд 3-1. Так, если сравнивать кондиции, сравнивать антропометрию, рост на 2 сантиметра выше представитель Киргизии, но при этом на 2 года помладше. И количество боев примерно одинаковое. Одинаковое количество боев, только у одного преимущественно ударная техника, второго преимущество это преимущественно, я так понимаю, борцовская база. Хотя ушу саньда тоже она славится именно, бойцы этого направления славятся умением именно красиво и четко переводить. Вот, допустим, если взять того же Забита Магомед Шарипова, очень красиво и точно он ловит момент для перевода. Итак, финальный инструктаж от рефери. Итак, друзья, активно начинают спортсмены поединок. Центр клетки забирает спортсмен из красного угла. Попытка прохода в ноги. Пока что защищается спортсмен из синего угла. В синем углу у нас Манас Имаров. В красном, соответственно, Рискидин Асадов. Да, зрители, ориентироваться можно по перчаткам. Хороший сейчас был перевод с зацепом внешним ноги от Рискидина Асадова, но тут же поднялся представитель Киргизстана. Пока что идет такая немного пассивная борьба у клетки. Да, вязкая работа в клинче. Не очень-то зрелищно, но посмотрим, что будет дальше, к чему сейчас наши бойцы перейдут. Прижимает Рискидин своего оппонента, обстреливает сейчас коленями. Еще одна попытка перевода. Мне кажется, сейчас рано или поздно рефери просто разведет оппонентов, потому что не так много действий они выполняют, что, собственно, и происходит. Зал подбадривает спортсменов, ожидает их зрелища. И вот в тот момент, когда Рискидин пытался протянуть руку для рукопожатия, ударил справа. Хороший перевод. Манас, и в результате еще один тейкдаун от представителей CBGym.
И вырывает на второй этаж, но не получается. Сдержал он сетку сейчас. Рефери не обратил на это внимания. Удары по затылку рефери обозначает. Не получается перевод. Очень хорошо. И по затылку нет, по уху все-таки попадает. Все на глазах у рефери происходит. Ну да, рефери, если не делает замечания, значит все в рамках правил. Забирает спину Ризкиддин Асадов. Я думаю, что ему надо пытаться переводить, и рано или поздно это получится. А представителю Киргизстана, Манасу Имарову нужно переводить, а представителю ACB Gym. Да, Александр, не ошиблись. Да. Манас Имаров является представителем Кыргызстана. Все правильно, да. Да. Не извиняюсь, дамы и господа, в конец уже турнира, немного подустали, но продолжаем для вас работу. Да, я прошу прощения за свои неточности. Прижимает у нас представитель Киргизии бойца из ACB Gym. Вязкий бой, мало действий, и за 3,5 минуты практически никакого урона соперники друг другу не нанесли. И вот хорошее попадание от спортсмена из синего угла. Пытаются они зарубиться в стойке. Шея опасно. Вот сейчас попытка выхода на удушающую. Стекает он. Перевод в партер. Да, представитель Киргизстана. Попытку промерили, но нет, снова разрывали дистанцию. Продолжается борьба уже в стойке. Обмен ударами происходит. Такие уже, как мы называем, такие обычные народные колхозные удары. Уже устали оба спортсмена. Да, очень удивительно, что только один раунд прошел, а спортсмены уже задышали. Очень много вязкой борьбы было, которая тратит силы. И, собственно, вот сейчас перевод. Есть возможность отдохнуть, немного перевести дух. Очень хороший перевод сейчас осуществил спортсмен из Киргизии. Сейчас остается 20 секунд. Я думаю, что есть смысл ему удерживать максимально долго своего оппонента. И тогда с большой долей вероятности раунд отойдет в его пользу. И раунд заканчивается. Я думаю, что именно по активности, поскольку были переводы и тейкдауны, этот раунд забирает спортсмен из Киргизии. Все-таки стоит отметить, что оба бойца устали. И сейчас, собственно, второй раунд. Одно попадание, одно неверное или, наоборот, верное движение может решить уже исход самого поединка. Сейчас очень важно, что подскажут представителю ACB Gym, потому что поединок пока что у него особо не складывается. И вот хорошее было попадание. Сейчас мы наблюдали на экране от спортсмена из Киргизии. То есть, получается, и в ударном аспекте, и в борцовском аспекте он пока что своего оппонента превосходит. Смогут ли парни восстановиться за отведенное время, мы сейчас сможем увидеть. Так. Второй раунд 8-го поединка сегодняшнего вечера. Хороший подхват сразу осуществляет киргизский спортсмен. Переводит. Стягивает оппонента. По крайней мере, пытается это сделать. Забирает спину и еще один тейкдаун. Диагональный контроль. Точнее, боковой контроль. И забирается Манас Имаров в маунт. Пытается скрутиться. Очень опасное положение у Ризкиддина и Джима. Очень быстро поединок как-то закончился. Поздравляем спортсмена из Киргизстана. Ну, я думаю, что Ризкиддин Асадов просто не очень хорошо с точки зрения функционала подошел к этому бою. А Манас Имаров сделал то, что должен был. В принципе, он во всех аспектах превосходил своего оппонента.
что вылилось в досрочную победу. Малиновым удушающим приемом одержал победу из красного угла. Манас Имаров! Поздравляем Манаса с победой. Раскидину Асадову готовится набираться сил. В ACB Gym для этого очень хорошие условия, собственно, и я думаю, все у этого парня будет в порядке. Да, сейчас памятное фото. А сейчас я хочу занять минутку вашего внимания. Подождите, победитель, куда вы так быстро нас покидаете? Я хотел немножко рассказать о человеке, который тут стоял ранее. Юрий Владимирович. Это наш предприниматель, меценат, который очень поддерживает спорт. Я о нем рассказал, но не рассказал самое главное, что они развивают очень интересные инновационные технологии. Да, давайте просто посмотрим на экран. Всем салам, добрый вечер, Питер. Всем спасибо за поддержку. И хочу поблагодарить своему сопернику, Ихлидин. Дальнейшему только победы желаю. Также хочу поблагодарить своих родителей. И хочу поблагодарить своих тренеров Даниэра Бабакулова. Спасибо всем. Ну что ж, с нами руководитель своей групп Шамилов Агив Визирович, ему слово. Я всех победителей поздравляю. Я желаю том, что они пришли, все наши рестораны, это победители отмечали. Добрый вечер. Хотел поблагодарить всех организаторов данного турнира, пожелать всем хорошего настроения, ребятам красивых боев и ждем всех вас в гости в наших ресторанах. Прошу кубок победителю. Дамы и господа, Манас Имаров.